Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня в преддверии большого гастрольного тура по городам Татарстана и Удмуртии Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан совместно с Союзом композиторов Республики Башкортостан и Союзом композиторов Республики Татарстан представляет программу «Симфоническая музыка композиторов Башкортостана и Татарстана». Дирижирует и рассказывает заслуженный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева, главный дирижер оркестра Дмитрий Крюков. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые дамы и господа. Мы очень рады приветствовать вас на важном, как мне кажется, может быть, важнейшем концерте для Республики Башкортостан. Как вы знаете, у нас уже 3-й сезон проходит абонемент «Золотые страницы башкирской классики», где мы исполняем не только музыку уже ушедших авторов классиков, но и музыку современных, ныне здравствующих композиторов. И вот в прошлом году внутри этого абонемента родился также концерт, в котором мы исполняем музыку башкирских и татарских композиторов в преддверии нашего ставшего уже ежегодным гастрольного тура, в который мы отправимся уже через несколько дней. Мы играем там разные программы, но центром наших программ являются 3 башкирских и 3 татарских композитора. Все 6 композиторов прозвучат именно в сегодняшнем концерте, который пройдет в 2 отделениях. Причем это будет музыка, как я уже сказал, ушедших классиков, композиторов ныне живущих, которых можно уже называть классиками, и музыка совсем молодых композиторов. Открывает наш концерт музыка выдающегося татарского ныне здравствующего композитора Ильгама Байтиряка. В 2003 году он создал симфоническую сказку «Гуль-Чечек» для чтеца, солистов и симфонического оркестра. Премьера этой сказки прошла с большим успехом. Сказка была записана на диск, и по ее мотивам композитор решил создать 3-частную сюиту. Однако специально для нашего сегодняшнего концерта и, соответственно, нашего гастрольного тура сюита была дополнена еще одним заключительным номером. Таким образом, эти 4 части, исполняющиеся без перерыва, прозвучат в сегодняшнем концерте. Это первая часть «Верхушка дерева», вторая часть «Дремучий лес», третья часть «Озеро» и финальный танец. Эти части исполняются без перерыва. Просьба не аплодировать между частями. На сцене Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан Ильгам Байтиряк, сюита из сказки «Гуль-Чечек».
Продолжает нашу программу музыка молодого башкирского композитора Лидии Ризвановой. В сентябре у нас проходил концерт из музыки молодых композиторов, и Лидия Ризванова представила свое сочинение для солирующего голоса или скрипки с оркестром «Печаль моя благословенна». Я почувствовал в этом сочинении потенциально симфоническое развитие мышления, наполнения и предложил ей сделать
на что она согласилась редакцию исключительно для оркестра этого произведения. И вот именно эта редакция, то есть ее премьера, будет исполнена сейчас. Вот что говорит композитор о своем произведении, о его сути. «Для каждого человека понятие потери всегда свое. Судьба не раз испытывает дух человека на прочность. Но, несмотря на все испытания, нужно стараться сохранить свет надежды в сердце». Это очень тонкое и глубокое произведение, у меня убедительная просьба не разговаривать во время его исполнения. Итак, Лидия Ризванова «Печаль моя благословенна».
Продолжает нашу программу музыка молодого татарского композитора Ильяса Камала, которого очень многое связывает с Башкортостаном, потому что здесь живут его родственники. Сейчас прозвучит его поэма, которая называется «Сквозь темный лес», и посвящена она памяти выдающегося татарского певца Ильгама Шакирова, которого Ильяс знал лично. По форме это и симфоническая поэма, и сюита одновременно. То есть это одно частное произведение, в котором мы очень ясно слышим несколько разделов. Построена эта музыка на материале народной татарской песни и на материале песен, созданных и часто исполняемых самим Ильгамом Шакировым. Ильяс Камал, поэма памяти Ильгама Шакирова.
В завершении первого отделения нашего концертного вечера прозвучит музыка ныне здравствующего, выдающегося композитора Республики Башкортостан, которого сегодня, без сомнения, можно назвать уже живым классиком. Его музыка исполняется не только на концертной эстраде, в концертных залах, но ее также играют дети в музыкальных школах. То есть это действительно очень популярный, выдающийся композитор. Среди крупных сочинений его можно выделить 10 симфоний, и сегодня мы исполним его 7-ю симфонию, которая посвящена 60-летию победы в Великой Отечественной войне. Вот что говорил композитор. Есть композиторы, которые любят изображать природу. Мне же хочется углубиться в историю. О многом думается и нет конца вопросам. И есть небольшой эпиграф, программа к этому произведению. Гроза 22 июня настала. Кто же нам помог? Остервенение народа, усатый вождь, зима иль Бог. Да, Бог помог. За что же Бог так любит нас? Конечно, всех мы победили, но много жизней положили. В степи грустит Курай. Рафаил Касимов, симфония номер 7 в 3 частях.
Уважаемые дамы и господа, антракт 15 минут.
Открывает второе отделение нашего концерта музыка выдающегося татарского композитора, председателя Союза композиторов Республики Татарстан Рашида Калимуллина, очень известного автора, который написал большое количество сочинений в разных жанрах. Сегодня будет исполнена премьера его 8-й симфонии, которая написана по мотивам народного сказания ингушского национального эпоса, вторящего сказанию о Прометее. Здесь молодой Нарт Курко вступает в схватку с богами, чтобы принести людям мир и лучшую жизнь. Однако за это он платится тем, что до конца своих дней, прикованный к камням, будет лежать в содроганиях, а бессмертный черный ворон будет клевать его сердце. Вторым планом здесь проходит мысль о 7 сыновьях вьюги, которые похожи на 7 башкирских, на 7 девушек, на башкирский эпос, превращаются в 7 звезд Большой Медведицы. И именно так называется эта симфония «7 сыновей вьюги». Это неотвратимая богоборческая музыка вторит героическому эпическому сказанию. Итак, Рашид Калимуллин, симфония номер 8 «7 сыновей вьюги».
завершении нашего концертного вечера прозвучит очень интересное сочинение. Я сейчас объясню вкратце, что это за произведение. В 1978 году выдающийся башкирский композитор Хусаин Ахметов, чье имя сегодня носит Башкирская государственная филармония, написал музыку к драматическому спектаклю «Урал-Батыр», к спектаклю просто она предназначалась. Изначально говорили, что было 7 номеров, но на самом деле мы нашли, это было 11 номеров. Что они из себя представляли? Это были небольшие наброски от 1 до 2 минут, 1,5-минутные, 30-секундные небольшие фрагменты, которые напоминают скорее даже не карандашные рисунки, а карандашные наброски. Они были оркестрованы, очевидно, его сыном Мурадом Ахметовым, но тоже можно сказать, что это было не прямое завершение произведения, как, скажем, Бородин и Римский-Корсаков, который полностью доделывал князь Игорь, да, какие-то вещи вообще с нуля. Это носило характер такой небольшой доработки, но эти небольшие фрагменты оставались такими, какие они есть, небольшими, и если и пригодными для музыки к драматическому спектаклю, то, очевидно, непригодными для того, чтобы исполнять их на концертной эстраде как серьезное крупное произведение. Эти фрагменты в начале 2000-х годов были записаны Национальным симфоническим оркестром под управлением Тагира Камалова на диск, и им было дано, в общем, случайное название. Название можно было дать какое угодно, суть от этого не менялась. 6 фрагментов были записаны и названы «Симфоническая картина» почему-то, даже не картины, хотя это 6 небольших разрозненных фрагментов. Затем, в прошлом году, год назад, когда я увидел всю эту партитуру, абсолютно не вмешиваясь в нее пока, я решил все-таки сыграть с Национальным симфоническим оркестром мировую премьеру, можно сказать, это правда, всех 11 фрагментов. Но, конечно, из этих 11, и, соответственно, 6, которые записаны на диск, музыкой можно считать до 2 или 3 фрагмента максимум, потому что остальное это просто изобразительная нотация, скажем так, какие-то звуки, которые длятся 2-3 минуты и не имеют музыкальный характер. Тем не менее, я увидел в этой музыке большой потенциал год назад для того, чтобы сделать из нее настоящую симфоническую картину, не просто условно названные 6 фрагментов, а большую одночасную концертную форму. И я сделал на основе вот этих фрагментов, я взял фрагменты, которые длятся в общей сложности примерно 10 минут, я сделал 20-минутную симфоническую картину, ее можно называть симфоническая поэма. То есть это приобрело очертания симфонической формы, в чем-то сюитной тоже, но в ней 7 частей, это зеркальная форма. И она длится примерно 20 минут. Специально это было сделано для наших гастролей. Почему? И основной порыв в этом какой заключается? Хусаин Ахметов все-таки является для Башкирии очень важным композитором, у него очень много вокальной музыки, но из таких знаковых произведений, которые мы могли бы, скажем, представить в другом городе, в другой стране, получается, что у него нет таких масштабных произведений, а они могли бы быть. Он бы мог их сам завершить, мог бы сын за ним это завершить, очевидно, что-то сделать не успели. Как, я повторюсь, за Бородиным завершался князь Игорь, например, как Щедрин сделал, взяв просто мелодии Бизе Кармен Сюиту. То есть это, в принципе, редкая, но имеющая место быть практика в случае профессиональной музыки. Поэтому сейчас мы на ваш суд представляем это произведение. В завершении концерта Хусаин Ахметов, симфоническая картина «Урал-Батыр», составленная, отредактированная и завершенная мной специально для нашего концерта и наших гастролей.
Спасибо и здоровья, всем благодарю. Спасибо. Дорогие друзья, мы сердечно благодарим всех, кто был сегодня с нами. Мы приглашаем всех 18 апреля в малый зал Башкирской государственной филармонии, где пройдет камерный концерт, выступят выдающиеся музыканты Александр Князев и Артур Назиуллин. И 20 числа, 20 апреля, здесь, в этом зале, с Александром Князевым будет исполнен первый виолончельный концерт Шостаковича и «Весна священная» Игоря Стравинского. Большое спасибо и до новых встреч!